Дорогие о Господе, братья и сестры, уважаемые друзья, праздник Пасхи именуется праздником праздников, торжеством из торжеств, потому что совершилось нечто необычное, то, что мы вспоминаем сейчас. Этому никогда не было ранее аналогов. Христос воскрес из мертвых. Да, мы знаем из истории несколько случаев воскрешения мертвецов. Так, во времена еще Ветхого Завета положенный покойник, соприкоснувшись с костями пророка Елисея, воскрес. Господь Иисус Христос во время своего земного служения воскресил сына вдовицы, отдав ей его здорового и невредимого. Незадолго до своих крестных страданий Господь воскресил четверодневного покойника по имени Лазарь. И чудо стало известно широко в Иерусалиме и в окрестностях этого города. И это было время, когда многие паломники прибыли на праздник Пасхи, и Иерусалим был полон. Весть о воскрешении четверодневного покойника, она заставила ликовать и жить ожиданиями, что вот пришел долгожданный Мессия Христос. И, собственно, от известия о воскресении Лазаря и стала возможным эта торжественная встреча Иисуса Христа в Иерусалиме, когда весь город вышел Ему навстречу, ликуя, торжествуя, крича Ему: «Осанна, сын Давидов». Но это было все-таки воскрешение покойников через молитву праведников, через прикосновение к Божеству Господа Иисуса Христа. А в случае с Господом Иисусом мы с вами видим, что Он воскресает свою собственную божественную силою. Он не нуждается в чьей-либо в этом поддержке, вмешательстве. Он сам есть путь, истина и жизнь. Он Бог, пришедший на землю, воплотившийся и живший среди людей, но вместе с тем остающийся всемогущим Богом. Апостол Павел, объясняя значение воскресения Христова, говорит: «Если Христос не воскрес, то тщетна, то есть напрасна вера наша». Потому что много людей дерзало себя представлять как нечто великое на земле, но приходила их смерть, и память их погибала. И так было и до Христа, и после Него. Сколько было лжехристов, лжепророков. И Господь сказал, и что после Него такие будут. Мы с вами помним, как в начале 90-х годов были люди, которые доверились лже вот такой пророчице, которая именовала себя и Христом, и Духом Святым, и Божьей Матерью, все вместе. Я имею в виду Марии Деви Христос. Где она? Где ее ученики? Да все погибло с шумом, растворилось в небытие. А воскресение Христово истинно и подлинно. И это свидетельство того, что Он подлинно Бог, что если Он и претерпел крестную смерть, то все равно Он победитель смерти. На крест Он взошел не как слабый, побежденный руками грешных людей, а взошел на крест
как на престол своей славы. И поэтому воскресение Христово есть самый главный аргумент нашей веры, что Он подлинно Бог. Если Христос не воскрес, тщетна вера наша, а Он воскрес. И воскрешенный Лазарь пребывает среди сначала жителей Иерусалима, а потом отбыл на Кипр, где был в качестве епископа, организатора, создателя Кипрской церкви. Множество свидетелей было у проповеди Лазаря, множество свидетелей было у воскресшего Христа Спасителя. То есть как не веровать в подлинность этого явления? Ведь апостолы, которые до этого были малодушными, разбежались в страхе, они, убедившись в воскресении Христовом, они уже не боялись смерти. Да, они робели, да, они не знали, как будет воспринято их слово, но они уже не щадили самих себя, и они не боялись смерти, потому что знали, всякий верующий во Христа не умрет, но будет иметь жизнь вечную. И поэтому из области небольшой совсем по площади Палестины они разошлись с проповедью о Христе воскресшем в разные концы необъятной Римской империи, а порой даже иногда и переходя ее границы. Силу, уверенность в своей правоте они черпали в свете и в радости воскресения Христова. И Церковь нам с вами также в нашем с вами земном сейчас опыте для каждого дает возможность, чтобы мы пережили сами лично радость воскресения Христа, чтобы мы не сомневались, вот отчего событие воскресения Христа торжественно отмечается целую неделю, а потом еще и несколько последующих седмиц. 40 дней мы вспоминаем пребывание даже воскресшего Христа Спасителя еще рядом с своими учениками. 40 дней длится и торжество пасхальной радости для того, чтобы, как апостолы убедились в воскресении Христом, чтобы и каждый из нас с вами мог твердо и истинно сказать: «Верую во Христа, распятого на кресте, но и преславно победившего смерть». Я поэтому ликую вместе с вами обновляю свое чувство веры в воскресение Христова, обновляю чувство своего мужества и желания следовать за Ним, не боясь никого и ничего. Ибо если с нами воскресший Христос Спаситель, то кто может победить нас? Я говорю сейчас поэтому эти радостные слова в надежде на то, что вы ответите, слыша меня, видя меня, в сердце своем сопереживая и будучи моими единомышленниками. Христос воскресе! Христос амдерве! Христос воистину воскресе! Дорогие Господи, братья и сестры! И я жду у вас, и, конечно же, в эти дни Пасхи, что вы поспешите к общению с народом Божьим, поспешите на богослужения, торжественные, красивые, богослужения, которые не оставят вас равнодушными. Поймите, что хорошо, и, наверное, это возможно для человека больного, немощного, старого, посмотреть по телевидению пасхальную службу, но мы с вами все призываемся к живому общению христиан в церкви. Поэтому всякий из вас да не усидит в эти
радостные часы в эти дни пасхальные дома, но поспешит обязательно в церковь к службе. Я не могу вас причастить святых христовых тайн вот так по телевизору. Я, выражаясь словами апостола Павла, который когда-то говорил о Ветхом Завете, что он где-то водитель ко Христу, могу сказать, вот то, что сейчас вы слышите, мою краткую проповедь поздравления, это некий детоводитель к реальному общению во время богослужения, к общению со Христом воскресшим, к общению с церковью, со своими единомышленными братьями и сестрами. Никогда не поменяйте самую красивую службу, на которую вы увидите, и не посчитайте ее более лучшим выбором, чем если вы поспешите к богослужению в городе или даже, может быть, в сельский храм ваш. Живое общение с церковью всегда более дорого. И еще раз говорю вам, Христос воскресе!